Во время митинга производится сбор подписей под заявлением законодательное собрание Свердловской области и на губернатора. Пожалуйста, подходите, подписывайтесь. А также проводится благотворительная акция. Я продаю свои книги «Полет души», реализация денег от которых пойдет на благотворительную помощь семье беженцев с Донбасса, которые живут в деревне Нижние Таволги, семья Кочиных. Есть желающие помочь беженцам, книга стоит 100 рублей. Подходите, пожалуйста. Итак, выступает Михаил Техов, активист движения «Цианидом нет». Земляки, тема моего сегодняшнего выступления на митинге – это Калиновский земельный вопрос. До сих пор он не решен. Вот он получил свое продолжение. Значит, борьба продолжается. Нами пройдено уже 2 инстанции: Невьянский городской суд и апелляция в областном суде. Решение Невьянского суда оставлено в силе, то есть не в пользу людей. Готовится в настоящее время кассационная жалоба. Все владельцы участков Калинова настроены решительно, и уступать свои земли они не намерены, будут бороться за них до конца, вплоть до обращения в Европейский суд по правам человека, если мы не найдем правды в нашем Верховном суде как конечной инстанции. Наметился некий положительный сдвиг в этой ситуации. Администрация НГО, насколько мне известно по моим источникам, рассматривала этот вопрос о предоставлении в аренду этих земельных участков после решения вопроса об отчуждении санитарно-защитной зоны Калиновского химического завода, которая сейчас составляет 1000 метров. Так вот, после решения вопроса об отчуждении, возможно, гражданам эти участки будут предоставлены в долгосрочную аренду. Я надеюсь, что администрация НГО проявит политическую мудрость и предоставит все-таки гражданам эти земли в долгосрочную аренду, так как они пользовались этими землями очень и очень давно, еще в советские времена, начиная с послевоенных времен. И, наконец, этот вопрос, Калиновский земельный, будет снят с повестки дня. Что еще хотелось бы сказать? В эфире телеканала ОТВ 20 февраля глава МГО назвал организаторов и участников митинга 16 февраля людьми с нетрадиционной ориентацией. Глава НГО, я думаю, меня все поддержат, должен извиниться в средствах массовой информации, печатных, телевизионных, перед организаторами митинга и его участниками.